В Сосногорском районе начались обсуждения народных проектов на следующий год. Первопроходцами стали члены правления и делегаты Сосногорского представительства движения Коми Войтер. Первый зам руководителя администрации района Сергей Дегтяренко напомнил о том, что инициатива формирования народного бюджета принадлежит главе Коми Сергею Гапликову, и в этом году она продолжается. Первые утвержденные народные проекты, а в Сосногорском районе их 11, будут профинансированы и реализованы до 1 октября. На следующий год члены Коми Войтер предложили 9 народных проектов, из них 2 в Усть-Ухте. Это реставрация экспонатов музея и создание новой экспозиции, а также проект по ремонту стеллы. Она была установлена 40 лет назад. Время и климат разрушают массивную конструкцию, говорит инициатор проекта Елена Зеленская. На сегодняшний день для будущего наших детей нужно все-таки увековечить память о наших героях, которые погибли за наше будущее, за наше мирное небо, и увековечить их имена, чтобы, наверное, здесь наши дети помнили, кто такие эти наши герои. Создание музея в Верхнеижемском тоже внесли в резолюцию. Сейчас он ютится в одном из кабинетов местного детского сада. Делегаты от Пожни предложили сразу 3 народных проекта: установку спортивной площадки, асфальтирование небольшого отрезка дороги в самой деревне и обустройство памятного знака основателям Пожни. К слову сказать, 4 года назад его установили сами жители. Об облагораживании территории говорили и делегаты от Поляны. Любовь Раджабова презентовала народный проект благоустройства зоны отдыха в поселке. Более 10 лет у нас объединилось 2 поселка, то есть численность населения у нас возросло. Очень много молодежи, очень много маленьких детей. У нас замечательный фольклорный коллектив. Детская площадка замечательная, где могут отдыхать маленькие дети с мамами. В этом году одобрен проект по строительству спортивной площадки. И, естественно, зона отдыха, она просто необходима. Также для проведения как 9 мая, как Дня молодежи, то есть всех культурно-массовых мероприятий. Поэтому жители поселка Поляна очень ждут одобрения этого проекта и внедрения его в реализацию. Еще 2 проекта касались приобретения оборудования для упаковки дикоросов и очистки территории Виса и Керек от несанкционированных свалок. Все презентованные проекты были поддержаны голосованием. Отмечая активную работу членов Коми Войтер, Сергей Дегтяренко особо отметил, что одно из важных направлений в работе над народным бюджетом – это помощь самих жителей. Например, при расчистке площадки под спортивную или игровую установки. Раз жители вышли инициаторами того или иного проекта, они должны быть готовы и к его реализации. Пусть не финансами, которыми обеспечит регион, но хотя бы посильной помощью. Не устаем мы от работы, трудиться рады мы всегда. Конкурсы и викторины у нас проходят на ура. Секции, кружки, разминки не дают скучать нам никогда. Ученики 4-й школы в творческой форме рассказывают о деятельности своей школьной организации под названием «Сами». Подобные отчеты прозвучали от каждого образовательного учреждения. Так, в Сосногорске прошел муниципальный слет детских и молодежных общественных организаций. Юноши и девушки активно участвуют не только во внутришкольных мероприятиях. Подтверждением тому стало награждение победителей муниципального этапа турнира «Мини-футбол в школу». Но все же основным моментом стало единогласное решение всех молодежных организаций присоединиться к российскому движению школьников. Год назад это уже сделали сосногорские кадеты. Сосногорск тоже влился в российское движение школьников. Кадеты были первыми, они год уже отработали. Сегодня они поделились своим опытом, и все остальные школы нашего города и района присоединились к ним. Российское движение школьников, созданное по указу президента страны Владимира Путина, это внимание к таланту каждого ребенка, уход от формализма навстречу яркому, интересному и новому. Что еще даст участие в движении, зрители узнали из видеоролика. После этого представители каждой школы и детских общественных объединений пригласили на сцену, где вручили план работы на ближайший год. Причем, отметили ведущие, документ – это не просто формальность. Прежде всего, призыв к воплощению как новых, так и давно задуманных идей. Продолжением праздника стало общее исполнение гимна российского движения школьников. Это мы, юные мы, дружные мы, выпускники и малыши. Нам открыты все пути.
Как выяснилось, у движения есть не только свой официальный гимн, но даже танец. Его участники слета также исполнили все вместе. Кто на сцене, а кто прямо в зрительном зале. Сосногорск присоединился к проекту «Музыка детям», который реализуется в рамках соглашения между правительством Коми и группой компании «Ренова». За время реализации проекта сотни учебных учреждений получили десятки тысяч изданий. Комплекты современной литературы торжественно передали на отчетном концерте Сосногорской детской школы искусств. Наши две школы искусств нашего района, Сосногорская и Нижнеодская, попали в этот проект, и педагоги и ребята получат возможность обучаться по новым методическим комплектам, которые поступили к нам в район в рамках соглашения. Еще один приятный момент – награждение благодарностью главы Коми преподавателя Татьяны Монаховой. В этом году ее трудовой стаж достиг полувековой отметки. Сам же концерт включил в себя более 2 десятков номеров. Здесь и хоровое исполнение, и хореография, и игра на самых различных музыкальных инструментах. Ученики Сосногорской детской школы искусств выступали как индивидуально, так и целыми коллективами, например, ансамблем скрипачей или струнных народных инструментов. В четверг в Сосногорске будет облачно с прояснениями, ночью около нуля, днем 3 градуса тепла, ветер южный 3 метра в секунду.